Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, чего вам от него ждать, каких действий, каких поступков. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим, чего вам от него ждать, каких действий, каких поступков. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Мои хорошие, вы все разные, мужчины у вас разные, отсыпочка общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но свое тоже не пропускайте. Ну, давайте пойдем по порядку. Мужчина. Видите, вот он вышел, и у него в руках такой большой-большой мешок. Но это явно подарок, девочки. Он готовит вам подарок. Подарок, который вас просто должен, по его идее, там, сразить наповал. Подарок, после которого вы ему, там, не знаю, не откажете. Подарок, который должен вас сделать самой-самой счастливой. Вот смотрите, прямо в мешочек положил, запаковал. Он уже что-то приобрел, либо заказал, да, заказ отдал. Явно он попытается, произвести на вас впечатление каким-то вот подарком, на его взгляд, прям самым лучшим, самым шикарным. Подарка, ждите от него подарка. У мужчины за спиной четверка. За спиной это значит, он об этом думает. Думает он о том, что нужно с вами любыми путями сближаться. То есть не просто быть там в двойке, в паре, а именно четверка. Это вот семейные отношения. Это прям близкие-близкие, когда вы прям родными становитесь. Это за спиной. Он об этом часто, очень часто в последнее время думает. Еще так показали. Стрелка, которая показывает на эту четверку. Возможно, раньше для него это было ну прям нонсенс, да, что я там с кем-то захочу быть в семье, жить вместе. Может быть, вы уже были с ним вместе, и он сам ушел от этих отношений, как испугался, что там не вывезу, не вытяну. А теперь он понимает, что у него есть прям потребность в этом, да, быть в четверке. Ну вот, видите, она четверка прям за спиной у него. Я хочу быть именно с ней, я хочу с ней семью, детей. Либо опять жить вместе, опять быть одной семьей. Вы все разные, понятно, что мужчины у вас разные, но четверка за спиной, он очень часто об этом думает. Прям такая потребность у него, понимаете, вот хочу. Но пока он вам не предлагает, либо пока он не будет вам предлагать, пока четверка у него перед глазами не станет, когда он не решится. Вот когда решится, тогда и предложение вам сделает. Еще у него сзади бубновая масть. Ну, это знак везения, либо знак больших денег. Это событие у него еще впереди. То есть мужчине должно очень крупно повезти. Либо мужчина должен заработать какую-то очень большую сумму денег, либо она ему там по судьбе выпадет. Может быть, там достанется по наследству, либо выиграет он эти деньги. Да? Много денег, либо большое-большое везение и удача. И еще момент, кстати, по этой бубновой масти тоже за спиной получается. Мужчина связывает свои улучшения в жизни, свои моменты вот удачи и везения с вами. То есть как будто бы это вы ему фарт и удачу приносите. Когда между вами все хорошо, ему по жизни везет, у него все в жизни получается. Если вдруг он вас там обидел, либо вы не в духе, либо он там вас где-то в чем-то обманул, да, даже какой-то мелочи, удача от него начинает отворачиваться. Кстати, у кого-то так и отыграется, что, скорее всего, вы там что-то не поделили, либо он вас чем-то обидел, удача ушла за спину, отвернулась, и вот он несет вам подарок, чтобы вернуть ваше расположение, вернуть вашу привязанность, любовь, чтобы удача к нему тоже в жизни вернулась. Да, девчонки, интересно. Между вами, кстати, какая-то колючка лежит.
колючка, что-то вас разъединяет, либо вы действительно поссорились, да, какой-то острый момент произошел между вами. Здесь еще рядом с вами большая лиса, женщина, которую вы подозреваете, например, в связи с мужчиной, либо женщина, которая хитростью пытается вас как-то разлучить с этим мужчиной, либо опорочить этого мужчину в ваших глазах. Опять же, это его видение. Это не ваше, а именно его видение. Может быть, он какую-то вашу подругу подозревает. Может быть, он маму вашу подозревает в том, что она пытается вас разлучить. Либо какая-то подруга оказывает ему знаки внимания. Он такой, блин, что мне делать? Я не могу ей об этом сказать. Либо она там не поверит. Да, вот такой момент он еще показал. Что касается вас, вы для него фея, но фея с очень большими мускулами, давайте так скажем. Он вас видит очень сильной, невероятной, не от мира сего, такое, знаете, неземное создание. С одной стороны, он к вам тянется всеми фибрами души, а с другой стороны, он вас немножко побаивается. Есть в вас что-то такое, что его настораживает, что он не может сам себе объяснить. Да? Но опять же, вот с этой удачей. То есть, когда все хорошо, мне везет, когда все плохо, меня жизнь наказывает. То есть он это уже четко понимает, ощущает. Старается быть, опять же, с подарком, да, шелковым перед вами, угодить вам во всем. С одной стороны, дух от вас захватывает, а с другой стороны, я ее побаиваюсь. Вдруг она и правда там, не фея, а все-таки там ведьма. Но ведьма его любимая ведьма, понимаете, не просто так. С вами его сердце, вот оно вышло. Кстати, сердце у него такое большое, и он его очень медленно для вас открывает. Видите, одна половинка вот четко открылась, а вторая еще не очень. Не до конца он перед вами раскрылся, либо он еще не признался вам во всей глубине своих чувств. Но опять же, это все придет со временем. Так, чего вам еще от него ждать? Ждите разговора. 2 тройки, разговор, причем у него к вам вопросы есть. Он будет задавать вам вопросы. Может быть, это какие-то наводящие вопросы, может быть, конкретные вопросы. Но он будет достаточно настойчив и достаточно внимательно будет вас слушать. Я даже сказала, вкратчиво как-то вас будет слушать. Будет пытаться что-то у вас разузнать, расспросить, либо конкретно строго будет вас о чем-то спрашивать. И так может отыграться. Вопросы, разговоры. Что-то его очень интересует, либо что-то его волнует. Поэтому ему нужно будет разобраться, он будет с вами общаться, он будет с вами говорить. Так, если мы говорим в общем, в глобальном формате, чего от него ждать? Ждите, что он станет успешным человеком, и ждите, что он вас куда-то повезет, увезет. Опять же, вы все разные. Вот он здесь стоит на вашей стороне с большим мешком, большим кошельком, кошельком на галочке. То есть он успеха должен добиться, большого успеха. Как я сказала, да, стать удачливым, успешным, богатым, много денег заработать, либо получить много денег. Ему дороги к этому открыты. По судьбе дороги ему открыты. Но если он будет с вами, то он удвоит, а то и утроит те возможности, которые ему судьбой даны. Он это чувствует, он это понимает. А у кого-то отыграется, что мужчина посещал, например, гадалку, и она ему об этом сказала. Может, ясновидящую какую посещала, и она ему сказала, что вот держись этой женщины, с ней ты будешь гиперуспешный, гиперудачливый, у тебя все будет. Прям не жизнь, а полная чаша. И он в это верит. Он верит, потому что он это все уже на себе испытал. А здесь показано, что он вас либо куда-то везет, допустим, там, в экзотическую страну он вас повезет, либо он вас увезет, к себе увезет, если он живет, например, в другом городе. А может быть, у мужчины появится такая идея, как куда-нибудь там съехать, переехать. Может, живете вы в маленьком городе, ему захочется там больших просторов, переедет в большой город, либо вообще там страну поменяет. Будет брать вас с собой. То есть, если мы говорим о будущем, если мы говорим в глобальных масштабах, то есть зарабатывает много денег, он успешный, и плюс он вас куда-то возит, либо увозит, перевозит. Благодаря этому мужчине ваша жизнь приобретает яркость,
новизна какая-то приходит. Ну, понятно, да, чем больше денег, тем больше возможностей, тем больше можно себе позволить. Если, например, там, переехать, либо по миру попутешествовать, опять же, это краски, это новые эмоции, впечатления, расширение кругозора. То есть жизнь ваша будет только улучшаться. Единственное, что меня лично смущает, что этот мужчина на протяжении всех ваших отношений, вот какими бы они ни были, вы встречаетесь, вы уже пара, вы уже муж и жена, он постоянно будет пытаться вас контролировать. Ну вот есть у него такая манечка, скорее это у него какое-то врожденное, либо психологическое. Ему важно все и всех контролировать. Вот чем больше он любит человека, чем больше он им дорожит, тем больше он его контролирует. Не с целью там человека в четырех стенах содержать, а с целью, например, там, обезопасить этого человека. Да? То есть если я про нее все знаю, я знаю, где она бывает, с кем она бывает, то есть мне так спокойнее, я меньше волнуюсь, я меньше переживаю. То есть немножко тут какие-то маниакальные нотки присутствуют, но не критично. То есть будут у вас дети, он детей будет контролировать. То есть по вот этому уровню контроля можно вот прям сверять вот шкалу его любви, да, любви и привязанности. То есть если человек безразличен, то он и контролировать его не будет, ему все равно. Если человека он любит, то он контролит, да, вот так сжимает, зажимает, и он постоянно должен быть в курсе всех событий, куда пошла, с кем пошла, чем занимаешься, там, где дети, с кем дети, что они делают, какие игры играют. Ну, то есть есть такое у него. Но это как черта характера, это его особенность. С одной стороны, это хорошо, он заботливый, но с другой стороны, иногда может немножко этим контролем душить, поддушивать. Вот, это вы должны знать. Так, еще благодаря этому мужчине, если вы его выберете, если вы согласитесь на его предложение, если вы с ним сойдетесь, дети красивые, сильные, красивые, здоровые детки могут быть, да? У него сильный род, у него хорошая генетика, детки будут что надо. Если у вас ребенок есть, например, от предыдущих отношений, предыдущего брака, то он станет хорошим отцом вашему ребенку. Да, будет контролировать, потому что будет любить вашего ребенка. Но с другой стороны, очень многое даст ребенку. Не только в плане материального, но и в плане вот души, дружбы, отеческой любви. Да, вот говорят, мужчина любит женщину и любит ее ребенка. Вот сразу будет видно. Единственное, что каких-то родственников ваших он не одобряет. Либо родственников, либо подруг. Вот кого-то он одного выделяет и не одобряет, потому что здесь даже лисой показал. Вот здесь могут быть проблемы, особенно если, например, это ваша мама. Прям сторониться будет. А если какая-то подруга, то поставит остро вопрос о том, чтобы она не посещала, например, ваш общий дом. Прям-таки прямо и скажет, что вот она мне не нравится, я не хочу. Я не хочу, чтобы она здесь была. Хочешь с ней встречаться где-нибудь там подальше от нашего дома. Кстати, надо отметить, что у этого мужчины, у него есть какие-то способности, ну, они не ярко выраженные, они скорее как какие-то спящие способности. Вот как говорят, чуйка есть, да? Шестое чувство. Кстати, это чувство его именно к вам подвело. Да? Вот ваше знакомство состоялось благодаря его этому шестому чувству. Вы иногда прислушиваетесь к нему, поверьте. Он шедевры иногда может выдавать. Сам не понимая, как он это делает, но он это делает. Вообще, мне кажется, что вы оба какие-то не от мира сего, если честно. Вас тут феи показывают, причем феи такой сильной. Он такой с чуйкой своей. Как будто бы вы прям нашли друг друга. Нашли, правда. Вы ведь тоже умеете предчувствовать. Вы и сны какие-то интересные видите. И знаки вы часто видите, улавливаете, читать их умеете. Есть такое? Есть. Да, вы тут смотрите, как друг к другу подошли идеально. Так, что я еще хочу добавить? Мои хорошие, какими бы отношения ваши не были в сегодняшнем дне, этот мужчина, он будет действовать. Он будет действовать, и все равно рано или поздно вот эта четверка, она перейдет, перед глазами у него станет. То есть он на нее решится и настойчиво начнет предлагать ее вам.
То есть, если вы там сомневаетесь, будем, не будем, захочет, не захочет, очень захочет, и, конечно же, будет. Будет вам предлагать семью, брак со всеми вытекающими. Да, он уже об этом думает. Думает часто, думает постоянно. Чувства у него серьезные, и сердце, смотрите, практически уже для вас открыл. Еще там буквально совсем чуть-чуть, и полностью раскроется вторая половинка. Все будет замечательно. Стрелка вверх, все у вас идет в развитие. А вот эта колючка, вы ее перешагнете. Ничего страшного. Если поссорились, то помиритесь. Опять же, подарок вам приготовил, молодец, старается. Вы ему очень нужны, как воздух нужны. Да, любит вас, любит. Да и вы его тоже очень любите. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.